И первая новость от наших друзей Общественного народного фронта Якутии. С момента ввода 2024 года в наших домах не опломбированы приборы учета электроэнергии. Мы платим свет по нормативам, а не по фактическому потреблению, что приводит к огромной переплате. Прокуратура города Якутска провела проверку соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в микрорайоне Звездный. Установлено, что Республиканское ипотечное агентство не обеспечило ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электроэнергии. В домах по улице Летчицы Веры Захаровой 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, по улице Александра Захарченко в домах 5, 7, 9, 11, 13, по улице Юрия Шафера в домах 2, 4, 6, 8. Прокуратура обратилась с иском в суд. По результатам его рассмотрения на застройщика возложена обязанность устранить выявленные нарушения путем обеспечения допуска приборов учета электроэнергии в эксплуатацию в течение 4 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда. Судебное решение еще не вступило в законную силу. На сегодняшний день Народный фронт принимает обращения от жителей Якутии, которые считают, что их права нарушены. Вы можете обратиться по адресу город Якутск, улица Курашова, 24, офис 502. Или написать нам на электронную почту 14region@onf.ru. Завершился форум «Северный рубеж», на котором участвовал наш гость, амбассадор Народного фронта Деян Берич. Как впечатление, как прошло? Ну, честно сказать, мы когда общались вообще о форуму, приезду, я не ожидал, что это будет такое масштабное. И прям удивлен. Было просто идеально. Вот идеально. И вот, если сказать, что превысило вообще свои ожидания, это малое слово. Прям, нет слова. Есть люди, на которые надо равняться. Я надеюсь, кто свою работу, которую сделали за этот форум, сожмете в 4-5 минут, не сам форум, но работу, которую проделали, посоветуете людям, как это надо работать, чтобы и другие так на хорошем уровне сделали. И что еще заметил, вот такой форум не можно провести, если нет отношения людей, хороших отношений людей из Народного фронта с другими волонтерами. Вот я приезжал на несколько мест, где прям чувствуются вот такие иски, что друг друга не уважают, не любят, не помогают. Видя конкуренцию, а тут не должна быть конкуренция. Мы тут должны делать одно дело. Рельсы одни. Вот, и объединяться. Да, кто-то не хочет Народный фронт, но он волонтер, который помогает, ему нужна какая помощь, как что женщина обратила за доставку. Я тоже не понимаю, как у них получалось, но иначе из-за них препреки нет, надо объединяться. Подведем итог. Наш форум все-таки создан для консолидации общества, и он именно попадает прямо в точку по итогам его работы. Круто было. Исторический парк «Россия. Моя история» посетил официальный гость – сербский доброволец, снайпер и капитан вооруженных сил Российской Федерации Деян Берич. Осознанно вы пошли добровольцем, да. Дело в том, что 14 год, да, но никто ничего не знал. Вот 14 год, мало кто вообще думал, что будет так надолго. А мы в Югославии, когда изучали Вторую мировую войну, геополитику, понимали, что война будет. Вопрос, она будет на Украине начнется или на Белоруссии. Запад ее должен был сделать, чтобы расчленить Россию на кучу маленьких. И вопрос Белоруссия, Украина не был в этом, какое государство более предательское или какой народ больше не любит русских. Нет, вопрос был только в этом, где правительство государства будет достаточно слабым и достаточно коррумпированным. Вот в Белоруссии у них не получилось, нашли такое на Украине. Так что мы в Югославии четко знали давно-давно, что война будет. Как что знали, что война будет в Югославии. И тут ничего не сделаешь. Это навязанная война, которую
ну, не можно установить. Почему она произошла, эта война сейчас? Потому что русский человек всегда думает, что все хорошие, все люди добрые, а это не так. Вот если воюешь, надо добить врага так, чтобы он 5 веков не мог прийти себе, а прощать не надо. Почему англичанам и американцам все идет под руку? Они никому ничего не прощают, еще бьют по голове свои союзники. А мы враги прощаем, врагима строим там все, что нужно, поднимаем уровень культуры, уровень жизни после победы над ними, а они нет, они по-другому, и у них нету таких проблем. И сейчас мы, когда победим, через 2-3 года русский человек снова будет прощать, и все, давай все по-хорошему, потому что просто душа такая широкая, хорошая, добрая, и это всегда будет беды. Tu ничего не сделает, просто генетика такая. Веками училось, чтобы друг друга любили, чтобы друг друга уважали, и ты так относишься и к врагу. Вот посмотрите сейчас, что происходит на войне. Вот отношение к нашим пленным и отношение к их пленным. Вот если бы мой солдат, когда я командовал, начал издеваться над бойцами, которые мы забрали в плен, я бы убил своего солдата. Без вопроса, без ничего. Потому что так нельзя. Потому что к пленному ты должен относиться человечески. Он у тебя враг, пока у него оружие в руках. Оружия нет, все. А они, наверное, лет через 10-15 буду вот говорить и по-честному, вот прям так, что происходило и как они относились к нашим бойцам. В рамках визита для капитана Берича была проведена подробная экскурсия по ключевым залам. Особый интерес гостя вызвала экспозиция «Барс-2 Бооту. Боевой путь в зоне СВО», рассказывающая о подвигах военнослужащих. Также почетный гость ознакомился с выставкой «Единством сильны», которая подробно раскрывает богатую культуру, быт и традиции коренных народов Севера. Профессиональный интерес и особое внимание Деян Берич уделил специализированной выставке трофейной бронетехники НАТО, представленной на территории парка. Я вообще первый раз в таком парке, и мне очень понравилось. Вот прям понравилось, захотелось на каждую таблу посмотреть и все, что как. Я люблю историю Якутии. Мне кажется, я смотрел все возможные документальные фильмы, которые есть о Якутии. Про Якутию сколько история большая и богата, так что много чего интересного есть. История мамонты, ну все. Исторический парк приглашает жителей и гостей столицы посетить данные экспозиции. Ждем вас! Дети – это самое ценное в нашей жизни, и их образование имеет первостепенное значение. На государственном уровне в Якутии уделяет этому внимание уже более 100 лет. Недавно первой школе города Якутска исполнилось 105 лет. Школа встречает свой вековой юбилей в филиале по улице Ленина, 50, расположенном в здании бывшего кооперативного техникума. Основное здание находится на проспекте Ленина, 32 и уже построено и ожидает приемки. Строится новое здание, которое мы ждем уже 7 лет. Проект делал ДСК проект новой школы. На картинке нету ограждения. Это согласно федерального закона по антитеррористической защищенности социальных объектов школ, садов. Это обязательный фактор, должен быть. Мы снова собрались у школы номер 1 составом дружным Народного фронта, администрации школы, родительской общественности, с тем, чтобы посмотреть, как все-таки продвигается работа по устранению тех недостатков, которые мы обнаружили в наш предыдущий визит. Ну и видим, что вокруг школы ограждение так и не предполагается, пока не установлено, хотя в правительстве нам обещали все-таки сделать совместно с городом это ограждение. Сегодня мы прошлись опять-таки по объекту, значит, с службой госзаказчика и с подрядчиком. Те нарушения, которые касаются закрытия труб,
значит, в гардеробе, в учебном кабинете. Они закрыты, слава богу, наконец. В кабинете химии, значит, те рекомендации, которые были даны Роспотребнадзором, к сожалению, вытяжной шкаф, он как стоял, так он и остался на том же месте. Но тоже вопрос возникает, да, почему линолеум в спортзале. Даже вот родители задались вопросом, неужели не было современных более материалов, которые бы соответствовали вот такому большому спортзалу. Какое-то поведение такое, как будто бы школа там, значит, требует какие-то хотя на самом деле, вот если посмотреть, вот здесь, да, нету ограждений. То есть дети сразу, вот смотрите, вот здесь даже детям пройти оттуда из главного выхода, сразу они выходят на тротуар, общий тротуар городской, да. Здесь вот парковка. То есть если ребенок может в тумане или в холода выйти, да, его могут не заметить. А здесь же будут учиться дети начальной школы. Это маленькие дети, и это небезопасно. Разрешение на вход получаем, мы сразу уходим с этого объекта. Закрываем и все, уходим. Вы же представляете республику, служба госзаказчика. Нет, мы вот, да? Да, поэтому изначально мы вам писали тоже. Для приемки всего здания вам потребуется все равно сантехники, электрики, я еще раз говорю. Вот лифтер должен быть. Мы несколько раз писали и вам, и управление образования, и мэры города тоже писали. Ну, я еще раз говорю, вот ответа пока до сих пор нет. Поэтому мы закрываем, все, уходим. После этого... Но ключи-то кому-то отдадите? Нет, не отдаем. А что вы делаете? Мы отдадим городу Якутску. Очень надеемся на то, что город подключится к приемке этого объекта и помогут коллективу войти 1 сентября с праздничным настроением в школу номер 1, которую мы ждали уже много-много лет. Смотрите нас на телеканале «Россия-24». Наш телефон 8 914 2 758 111, но только сообщением. Наши видеосюжеты уже доступны в ВК, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутубе, округ.тв. Смотрите нас.